В эфире информационный выпуск Амши-Экшара. Здравствуйте. 21 июля, в субботу, президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретится с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым. Как сообщает пресс-секретарь президента Наала Авицба, на встрече планируется обсудить вопросы дальнейшего развития отношений между Абхазией и Адыгеей. Мурат Кумпилов посетит республику с однодневным рабочим визитом. Список имен погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов пополнен. Новые данные о 73 бойцах абхазской армии представил архив Министерства обороны. Комиссия изучила документы и утвердила новый список погибших, в котором на данный момент числится 1710 человек. На основании данного решения предусмотрено проведение реставрационных работ комплекса мемориального сооружения в Парке Славы. Список на мемориальных плитах в Парке боевой славы в Сухуми пополнится на 51 имя. Такое решение приняла комиссия по подготовке списка имен погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов на своем заключительном заседании. В обновленных данных будут также указаны имена тех, кто ранее считался без вести пропавшими. Утвержденные списки погибших будут переведены на абхазский язык. Война прошла, очень много фактов, которые мы выявляем. Это поиски, это опрос родителей, родственников. Люди приезжают, допустим, с семьи добровольцев. Кое-что мы у них уточняем. Мы использовали уникальные труды, ну так можно назвать, то, что Вахтанг Заканович Цукба вел. Во время войны, после войны занимался списком погибших. Это очень уникальные документы, мы это все ежедневно мы используем. Комиссия по подготовке списка имен погибших была создана на основании распоряжения президента Абхазии год назад в рамках подготовки мероприятий по празднованию десятилетия Дня признания независимости и 25-летия Дня Победы. Главная цель работы органа – устранение ошибок и дополнение списка погибших. Многие, которые до сих пор, которые считались пропавшими без вести, или никаких данных не было. Я сейчас должен говорить, вот, допустим, Генаба Гурам, который погиб в войне, тоже не был записан. Многие другие не были записаны, особенно добровольцы. Я вам скажу так, многие командиры, в том числе руководство Министерства обороны, первый заместитель министра обороны Беслан Андреевич Свижба и многие другие, которые практическую помощь оказали, чтобы реально все это установить и узаконить. В состав комиссии входят представители разных государственных структур и руководитель движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость». Членами комиссии были рассмотрены данные о 73 бойцах, представленные архивом Министерства обороны. На данный момент в список внесены 1710 имен погибших, из которых 51 человек представили главы районных администраций. В процессе работы уже это не первый день, не первый год, и там это все собирали материал. Весь персонал архива непосредственно соприкасается с этой проблемой. Для нас эта тема очень тяжелая, очень трепетная, и мы в большом долгу перед нашими защитниками, перед всеми. Я преклоняюсь семьям, преклоняюсь матерям, женам, родителям этих наших ребят. И память о них мы должны всю жизнь свою, пока человек живет, мы должны пронести. Имена защитников Абхазии, сложивших голову за свободу и независимость нашей страны, будут заново размещены на мемориальных плитах в Парке боевой славы. Кроме того, предусмотрено проведение реставрационных работ всего комплекса мемориального сооружения. Нисфа Аршбас, Тамур Гошба, Абхазское телевидение. 23 июля в Абхазии отмечается День национального флага. С каждым годом число людей, принимающих участие в праздничных мероприятиях, растет. Администрация Сухума подготовила ряд мероприятий, о которых шла речь на заседании Государственной комиссии, учрежденной премьер-министром республики Геннадием Гагулия, которую возглавил первый вице-премьер Даур Аршба. Подробно о предстоящих мероприятиях расскажет Наала Кови. Современный государственный флаг Абхазии был утвержден Верховным Советом Республики 23 июля 1992 года. 26 лет назад в этот день была принята государственная символика. В последующие годы эти атрибуты стали символом победы и свободы. Абхазский флаг вдохновлял защитников Родины во время Отечественной войны народа. Под абхазским флагом сложили головы многие славные сыны и дочери Абхазии, добровольцы. Поэтому сложно переоценить его значение для подрастающего поколения.
поколения. Ежегодно в столице проходят праздничные мероприятия. Неотрадно, что с каждым разом этот день отмечается все масштабнее. В этом году вопросами организации занимается специально созданная комиссия по подготовке и проведению республиканских мероприятий по празднованию Дня флага. В этом году мы решили провести и на площади Багапш. Там задействована вся площадка, будет у нас фотовыставка, у нас будут выставлены музейные экспонаты, именно этнографические материалы. Этнографического материала немало будет. Будет выставлена фотовыставка работ Ашана, там благотворительный момент будет. План праздничных мероприятий к 23 июля уже готов. Они начнутся с выставки рисунков на асфальте в 6 часов на набережной Махаджиров, где будут проведены также благотворительные и этнографической выставки. Затем начнется праздничное шествие с флагами, присоединиться к которому может любой желающий. С улицы Когоня, Конфедератов и Когоня, вот там в 7 часов, в 19:00 мы собираемся. Все желающие могут принять участие. Будут розданы государственная атрибутика, флажки разного размера. Вот. И после шествия уже мы передаем торжественно флаг, будет устанавливаться президентом на специально отведенном месте. Также во время праздника будет проведен телемост Сухум, Стамбул, Амман, Черкесск с городами, где проживают абхазские диаспоры и где так же, как и в Абхазии, отмечают День абхазского флага. Мероприятие завершатся праздничным концертом с участием звезд абхазской эстрады. Администрация города призывает всех желающих не оставаться в стороне и присоединиться к празднованию дня одного из главных символов государства. На Алакове Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В 2017 году по инициативе депутатов Народного собрания был создан благотворительный фонд «Азхара» с целью улучшения демографической ситуации в Абхазии. Фондом предусмотрена единовременная выплата денежной суммы в размере 100 тысяч рублей абхазским семьям за рождение третьего и последующих детей. По инициативе председателя попечительского совета фонда «Азхара», спикера парламента Валерия Кварчия, был создан совет фонда. За 1,5 года деятельности фонд оказал единовременную помощь около 600 многодетным семьям Абхазии. Только за первое полугодие текущего года в фонд обратилось более 200 семей. 180 из них уже оказана помощь. Таким образом, общая сумма расходов на сегодняшний день составляет около 19 миллионов рублей. Члены попечительского совета отмечали, что деятельность фонда уже приносит свои плоды. По словам одного из учредителей фонда «Азхара», депутата парламента Леонида Чамагуа, за последние 1,5 года отмечается положительная динамика роста рождаемости в республике, что не может не радовать. Работа, я считаю, была плодотворной. В 2 словах, если говорить, за прошлый год мы оказали помощь за 2017 год 423 семьям, и в этом году уже порядка 180 семей получили эту помощь. Ну, еще есть заявления, которые не оплачены за 2018 год, да, соответственно. Могу также сказать, что правительство в прошлом году выполнило все свои обязательства по оказанию помощи фонда «Азхара». Надеемся, что в этом году работа будет также плодотворна. Мы видим, что эта инициатива принесла результат, он ощущается. С следующего года представим конкретные предложения по тому, как реализовать эту программу на всех граждан Абхазии. Уже 2-й год подряд 19 июля отмечается День города Гал. И традиционно в этот же день проводится съезд марзаканских абхазов. В праздничных мероприятиях приняли участие премьер-министр Абхазии Геннадий Гагуля, депутаты парламента, члены правительства. Репортаж Ирины Аршба. Решение о праздновании Дня города Гал 19 июля было принято депутатами Галского районного собрания в прошлом году. Основателем города признан Тагилан Кецба, который более 100 лет назад поселился в районе 1-го Гала со своей семьей. А границы современного Гала были определены уже в советское время. 19 июля в городе собираются не только горожане. Отметить День города сюда приезжают из близлежащих поселков и сел. Особенно здесь много молодежи. С праздником, дорогие гальские! Я жительница этого города.
желаю, чтобы наш город и Абхазия, чтобы процветала. Праздничные мероприятия начались с возложения венков и цветов к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Глава администрации района Тимур Надарая, гости и общественность почтили память защитников Отечества. Город и район меняются каждый день, и эти изменения невозможно не заметить. Самая главная задача, которая стоит сегодня перед руководством района, это интеграция населения района в абхазское политическое, этническое и экономическое пространство, говорит Тимур Надарая. Сегодня, к сожалению, очень многие из-за социальных проблем и других смотрят больше на сторону Грузии. Но есть и те, которые хотят больше тянутся к нашему государству, хотят быть полнокровными его гражданами, может их меньшинством, но мы должны их поддерживать. И это многолетний кропотливый труд, который обязательно даст свои плоды. В День города по традиции здесь организовывается сельскохозяйственная ярмарка, где местные производители выставляют свою продукцию. Ярмарку посетил и премьер-министр Геннадий Гагулия, приехавший на празднование Дня города Гал. Гал я посещал много лет тому назад, и это что-то удивительное. Что произошло? Это какой-то новый Гал. Это даже та чистота, которую я увидел, в Гала чище, чем у нас где-то в центральной части Абхазии. Это говорит, что жизнь возрождается, что жизнь идет вперед, и мы должны максимум приложить все усилия для того, чтобы один из районов Абхазии, который имеет древнюю большую историю, занял достойное место среди всех районов. Уже второй год подряд в день празднования Дня города в Гале проходит съезд мырзаканских абхазов. Приветственное послание президента Абхазии Рауля Хаджимба участникам и гостям съезда зачитал советник главы государства Владимир Зантария. Город Гал прошел долгий и сложный путь своего становления. Тысячи жителей региона стали жертвами репрессий сталинского режима. Но, несмотря на все эти трудности, процесс по восстановлению национальной идентичности коренного народа продвигается и виден значительный успех в этом направлении. Десятки мурзаканцев уже вернули свои исторические фамилии, национальность и активно интегрируются в абхазское общество. За последние годы город Гал стал заметно преображаться. Приведены в порядок парки и скверы. Большинство улиц освещены. Строятся детские площадки, восстанавливаются объекты образовательного и социально-культурного назначения. Руководством страны уделяется большое внимание социально-экономическому развитию района. Общественная организация мырзаканских абхазов была создана в 2014 году. С тех пор при поддержке руководства Абхазии проведена немалая работа по возвращению исконных абхазских фамилий и национальной принадлежности представителям абхазского народа, ставшими грузинами во времена насильственной ассимиляции. В течение 2017 года 139 мырзаканцев получили новые документы. Во время съезда некоторым из них в торжественной обстановке были вручены паспорта гражданина Абхазии. Я восстановила свою национальность. Слава мира и добра нашей Абхазии. Всего наилучшего всем. Праздничные мероприятия в честь Дня города Гал продолжались до позднего вечера. Был организован конкурс детского рисунка на асфальте и концерт с участием местных танцевальных и вокальных коллективов. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. В столице началась реставрация одной из визитных карточек Сухума – колоннады на набережной. Работы должны завершиться в августе. Рената Шакая продолжит тему. Сухумская колоннада представляет собой две конструкции из колонн, установленных на общем постаменте. Эти две части, соединяясь, образуют прямоугольную арку, ведущую на набережную Сухума. Наверху размещены два небольших купола, увенчанных остроконечными пиками. Колоннада в Сухуме была возведена первой в республике в 1948 году. После ее сооружения была по достоинству оценена эстетическая привлекательность подобных сооружений в приморских городах. Сооружение выполнено в неклассическом стиле и давно стало одним из главных символов города, а также одной из самых узнаваемых архитектурных достопримечательностей Абхазии. Последний раз реставрация здесь проводилась 5 лет назад. Сейчас колоннада вновь нуждается в ремонте. Очистка колоннады от старой краски, от старой шпатлевки, реставрация.
архитектурных элементов и покраска куполов, которые находятся над колоннадой. Работы проводит фирма «Новатор». Все виды работ согласованы с Министерством культуры, так как этот объект является памятником историко-культурного наследия. Сметная стоимость работ составляет 360 тысяч рублей. И сроки до 25 августа, потому что 26 августа, как вы знаете, день признания независимости. В этот день уже колоннада должна быть готова. Этот образец приморской парковой архитектуры по сегодняшний день радует сухумцев и гостей города. Является излюбленным местом для фототуристов. Реставрация сухумской колоннады будет проходить под личным контролем главы столичной администрации Адгура Харазия. Еще перед войной на колоннаде были установлены подвесные часы. Адгур Харазия заверил, что в ближайшее время на том же месте будут установлены подобные часы. При реставрации колоннады будет учтен один очень необычный нюанс. За то время, что не реставрировали колоннаду, ласточки успели на ней свить себе гнезда. Так вот, специалисты обещают, что все гнезда ласточек будут сохранены. Рената Шака, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению гидромедцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность. Утром и вечером небольшой дождь с грозой, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем 25-30 тепла. Температура морской воды плюс 26. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.